такого дружка потерял я в бою. И не 42 года назад, а вчера, среди гор и песков, где сжигает жара все вокруг, опаляя не детскую память мою. Слышишь, друг, мы взошли. День 15 февраля 1989 года вошел в историю нашей страны как день завершения вывода войск из Афганистана. 30 лет назад закончилась одна из самых затяжных и трагических войн 20 века – афганская, длившаяся 9 лет, 1 месяц и 18 дней. За годы военного конфликта на территорию Афганистана были введены до 100 тысяч военнослужащих СССР. По официальным данным, около 15 тысяч советских солдат погибли, а более 50 тысяч человек получили ранения. Это были самые большие потери советской армии со времен Великой Отечественной войны. Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всего народа нашей страны. Ребята-афганцы, как принято называть их в народе, дали жесткий отпор продвижению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам России. Они совершили свой бессмертный подвиг во имя отчизны. К большому сожалению, многие из них не вернулись с полей сражений. Память об этих и других воинах еще долгие годы будет болью отзываться в сердцах их боевых товарищей, родных и близких. Но те, кто вернулся, кто испытал на себе все ужасы той войны, с честью пронесут через жизнь звание советского солдата. Груз номер 200 не обошел стороной и нашу Агинскую землю. По данным фотоальбома «Опаленная юность», из Агинского округа на службу в Республику Афганистан были призваны 71 человек. В данное время на воинском учете в отделе военного комиссариата Забайкальского края по Агинскому Бурятскому округу состоят 38 воинов-интернационалистов, ветеранов афганской войны. Они – настоящий живой пример для подрастающего поколения. 2 парней погибли на афганской земле. 2 сыновей не дождались матери в свой отчий дом. Они ушли из жизни, проявив мужество и героизм на чужой земле. Это Никон Комогорцев из поселка Агинское и Андрей Чехунов из станции Ага Магойтовского района. Оба посмертно награждены орденом Красной Звезды, медалью воину-интернационалисту от благодарного афганского народа, нагрудным знаком «Воин-интернационалист». Чехунов Андрей Михайлович, уроженец станции Ага Магойтовского района. В 1982 году закончил Хилинскую среднюю школу с ИПТУ номер 23. На следующий год призван Магойтовским районным военкоматом Вооруженные силы СССР. В Демократическую Республику Афганистан был направлен в мае 1984 года, служил пулеметчиком. Никон Комогорцев родился 15 сентября 1965 года в селе Сахюрта Агинского района. Рос в многодетной и дружной семье Николая и Валентины Комогорцевых. Отец Николай Иванович работал художником-оформителем. Его руками расписаны многие фойе и актовые залы сельских домов культуры Агинского округа. Валентина Ивановна – мать-героиня, она – мама 10 детей. Сестра героя Анна Николаевна Игумнова говорит о брате, что Никон был золотой серединкой, 5-м ребенком в семье. В 1972 году семья Комогорцевых переехала жить в Агинское. Никон учился в АСШ номер 2, был хорошистом, активно занимался спортом, с одноклассниками играл в футбол и хоккей, увлекался лыжами. Вот последний бой-то как получился. Ну, видимо, зачищать кишлак поехали. Сколько их там, 30 с чем-то ребят было. Ну, и они все почти погибли, попали, видимо, в окружение. Говорили, что банды мало, но оказалось, в засаду попали, очень много. Отстреливались до последнего. Ну и вот, наверное, подорвали себя потом под конец, так как не сдались в плен. Где-то недели через 2 после похорон письмо пришло. Говорит, такие тюльпаны красные, такая жара невыносимая, ага, река мутная такая бежит огромная. Долго письмо, так, но письмо-то сохранилось, вот у братишки. Ага, писал, ну, скоро приедет, скоро увидимся. Он бы уже осенью демобилизовался, в ноябре. Ага, ну и погиб. К
Классная руководительница Петрова Зоя Васильевна его запомнила рослым юношей с добрым взглядом. После 8 класса он поступил в Агинское профтехучилище. Также перед армией прошел курсы водителей в школе ДОСААФ. В Вооруженные силы СССР призван 12 ноября 1983 года Агинским районным военкоматом. Ну, Никона я знала еще до школы, замного до школы, потому что мы жили рядом. Вот, и бегал он тут мимо нас. И главное, я его запомнила каким-то таким симпатичным мальчонкой, всегда улыбающийся, бегущийся, круглые глазки, с ямочками на щеках, но вечно с улыбкой. Прибежит, поздоровается и дальше бегом, бегом. А потом, когда уже пришел он в школу, учился в начальных классах, но тут, конечно, я с ним не общалась, потому что я его еще и не знала так, что он будет мой. А потом, когда уже пришел ко мне, тут я уже с ним все начала уже и контачить. И хорошо он, между прочим, в классе он никогда ни с кем не ругался, не дрался, на уроках дисциплины никогда не нарушал. Его даже не замечали, когда он на уроке, а когда он не на уроке. Вот такого он это. И вот иногда приходила я, а на моих уроках он всегда был, всегда был. И что характерно, он с ребятами не спорил, все как-то, он мог прийти на выручку в любое время к своим ребятам. Вот. И когда вот, значит, он закончил всего у нас 8 классов, очень любил футбол, хоккей, часто ездили на соревнования, был он в сборной командах. Вот, на соревнования ездили, по округу ездили. Ну, он еще, кроме того, и любил кататься на коньках, на лыжах. Он любил спорт, одним словом, всегда был такой спортивный мальчишка, хороший. И вот, и когда, если жили они в большой семье, было их 11 человек в семье, он был средним. Его вот сестра называла еще золотой серединкой. А за то, что он был таким спокойным, все. И в армии он был спокойнющий обычно. И вот когда разговаривал с ребятами, когда уже после гибели, то его там звали за его ласковость, за его, ну, такое отношение хорошее к товарищам. Мякушкой называли его. Из города Чирчик Республики Узбекистан Никон в марте отправил родным и своему другу последнее письмо и свою фотографию. Об этом вспоминает его одноклассник, друг Кузиков Олег Валентинович, который тоже служил в Афганистане. Ну, я служил в автобате в городе Кабуле, но перевозили подбитую технику. По городам там забирали, привозили в Кабул. Так вот. Но еще бы я хотел сказать, что с Никоном мы учились до 8 класса. После 8 класса мы поступили в СЭПТУ, учиться в Агинске. Раньше же было уже такое училище. Сейчас, где вот 3-я школа, там было раньше СЭПТУ. Ну вот Никон там проучился год, по-моему, и бросил. А я доучился до конца. И его призвали на год раньше, чем меня в армии. А он пошел работать. Работал на хлебзаводе. Раньше такой большой хлебзавод у нас в Агинске был. Один, видимо, на весь район. Вот он там работал. Ну и вот оттуда его призвали в армию. И вот переписывались с ним. Письма писали друг другу. Он служил в ВДВ в Борзе. И последнее письмо я получил уже, когда сам служил в армии, это в Острогожске, это Воронежской области. Последнее письмо я там получил от него. Но писал, что все хорошо, нас готовят, мы здесь приемчики отрабатываем туда-сюда. Наверное, скорее всего, я пойду, говорит, служить в Афганистан. Так что-то поговаривает. Ну и правда он туда попал, видимо. Ну и вот, когда я уже служил в Афганистане, получил от родителей письмо, что вот Никон погиб. Конечно, он был очень расстроен. Потерял друга. Ну вот. И хотел бы еще сказать, что вот у нас был еще один одноклассник, Потехин Сашка. Он тоже служил в Афганистане.
Ну, с Сашкой мы призвались вместе в один день. И служили вместе вот в учебной части. Ну, после учебки нас распределили по разным местам в Афганистане уже. Друг от друга мы служили там на расстоянии 500 километров. И вот за это время, как служили, 1,5 года, 2 раза там с ним встречались. Были очень довольны, радовались, как маленькие дети. И слезы, и смех. Ну, к сожалению, Сашки Потехин тоже с нами уже нет. Он уже здесь на гражданке трагически погиб. Ну вот и, пользуясь случаем, хотел бы поздравить с 30-летием вот этого вывода войск советских из Афганистана. Ну и пожелать всем погибшим, чтобы о них помнили, чтобы не забывали, чтобы гордились ими. И вечная им память, конечно. Ну и всем участников боевых действий, чтобы у них все хорошо было. Удачи им, чтобы мирное небо над головой всегда было. 20 апреля 1985 года первая рота 334-го отдельного отряда спецназа выдвинулась из Асадабада к паромной переправе через реку Кунар, получив приказ прочесать кишлак Сангам, находившийся в Мараварском ущелье всего в 3 километрах от расположения части. По разведывательным данным, там стоял душманский пост с личным составом из 8 человек. Задача ставилась так, что даже офицеры батальона считали операцию скорее учебной, чем боевой. 21 апреля в 5 часов вечера рота вышла на восточную окраину Сангама, расположенную в 5 километрах от границы с Пакистаном. Фактически боевая задача была полностью выполнена, однако ротный Николай Цыбрук решил провести роту на дальнейшие поиски маджахедов. Спустившись в ущелье, рота осталась без прикрытия, завязался бой. 2 группы советских десантников, в которых служили разведчик-снайпер Никон Комогорцев со своим земляком Андреем Чехуновым, попали под прицельный огонь душманов пакистанского спецназа «Черные аисты». Они оказались в западне, патроны закончились, бойцы взялись за гранаты. Душманам, не ожидавшим яростного сопротивления, пришлось несколько раз атаковать роту. Бронегруппа, спеша на подмогу, подорвалась на минах. Прорвалась только одна боевая машина, которая всеми силами отсекала душманов от своих бойцов. Долго молодые мальчишки вели сопротивление, но борьба была неравная. До последней минуты жизни, прикрывая отход раненых боевых товарищей, чтобы не сдаться в плен, не запятнать свою честь и совесть, выполняя воинский долг, они, тяжело раненые, сражались до последнего и подорвали себя гранатой. В этом трагическом бою погиб 31 боец спецназа. Это был один из самых страшных боев за всю историю афганской войны. Погибших солдат собирали 2 дня, многих пришлось опознавать по наколкам и красным петлицам. Весть о трагической гибели Никона Комогорцева быстро разнеслась по поселку. Через неделю в цинковом гробу Никона привезли на родную землю. На похороны собрался весь поселок. Ученики Агинской средней школы номер 2 живым коридором провожали героя. Ему не пришлось поработать в родном поселке, как и сотням других ребят, призванных в армию после школы и погибших в Афганистане. Но память о них, с честью выполнивших воинский и интернациональный долг, живет на малой родине, в родном поселке. В 2010 году его именем названа улица в Заречном микрорайоне в поселке Агинское. На фасаде школы номер 2 находится мемориальная доска. Ежегодно проводится открытое первенство городского округа поселка Агинское по футболу среди школьников на призы памяти кавалера ордена Красной Звезды, воина-интернационалиста Никона Николаевича Комогорцева. В истории российским солдатам много раз приходилось сражаться вдали от родины. Ушла в историю и афганская война. Но в памяти людской ей еще жить долго. Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. Поколение, опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нравственные уроки героической и трагической афганской войны. Гордость за подвиги, героизм воинов-афганцев неотделимы от светлой памяти тех, кто не вернулся из боя, кто с честью выполнил свой воинский долг.